Изменения в пенсионном законодательстве – хороший ресурс для поддержки старшего поколения. В этом уверена член регионального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» Валентина Анфилатова. По мнению представителя ОНФ, к обсуждению пенсионной реформы нужно подключить общественность. Учитывая важность законопроекта, его необходимо изучить на единых площадках политических партий и профсоюзов. И уж точно не призывать к митингам. Негативное отношение появляется от банального недостатка информации, считает эксперт. Эта мера необходима и правильна, как с экономической точки зрения, так и с человеческой. Благодаря изменению у правительства является хороший ресурс для поддержки старшего поколения. Главный плюс в том, что размер пенсий будет увеличен. Возможностей для роста пенсий появится больше. Он опередит инфляцию. Если оставить все как есть, на 5 пенсионеров, сегодня у нас 6 работающих, то экономическая ситуация в стране стремительно будет ухудшаться. Бюджета на выплату пенсий просто не хватит. Пенсионный фонд не самодостаточный. Он получает огромный трансфер из бюджета Федерации. Это 3,5 триллиона рублей. Такая система долго не будет существовать, она рухнет. Это затронет не только пенсионеров, но и работающих и будущее поколение. Напомнила представитель ОНФ и о том, что изменения, которые обсуждаются сегодня, не коснутся льготных категорий. Речь про граждан, имеющих право на назначение досрочных выплат, и тех, кому страховые пенсии назначаются по социальным мотивам. Сохраняется право досрочного выхода на отдых у тех, кто проживает на территории Крайнего Севера и приравненным к нему местностям. Право выхода на пенсию в 50 лет остается и у северянок, родивших 2 и более детей.